поставили памятник в конце концов. А да? что мы тут вообще здесь делаем? Вот Кто это именно. такой? Рассказывай. Почему мы здесь? Ну, Иван Иванович Крафт – это губернатор Якутии, самый распиаренный губернатор Якутии. Почему? Потому что? Потому что... Нет, на самом деле при нем появилось много новшеств в Якутии, да? Электростанцию построили, первую каменную большую, да? То есть освещать улицы электричеством стали. Каменные здания стали строить при нем. Воеводство, да? Нет, воеводство было Казначейство. построено 300 лет назад. Ну, говорю, самое главное, конечно, что Иван Иванович, как появился в Якутске, у него захотел сделать город похожим на город. Он сам это, по-моему, говорил даже. То есть, а в городе что должно быть? Во-первых, электрическое освещение, как минимум. Во-вторых, каменные здания. И он приложил достаточно много усилий для того, по-моему, лично он даже приглашал своего знакомого, вот, архитектора, который проектировал эти каменные здания. Так что, в общем-то, ему мы обязаны как раз этому человеку историческим обликом Якутска, который сохранился до наших дней. Ну а здесь мы вообще находимся потому, что сегодня Александр нам расскажет про улицу Каландарашвили. Про улицу своего детства. Сайсарский пацан. А почему памятник Крафту находится в начале улицы Каландарашвили? А вот как раз потому, что улица Каландарашвили нынешняя некоторое время, 10 лет носила имя Ивана Ивановича Крафта. В 1914 году он умер, и улицу, бывшую Соборную, решили переименовать, городская дума переименовала в его честь. А почему улица называлась до этого Соборной? А вот сейчас мы это как раз и посмотрим. Let's go. Расскажи, пожалуйста, что ты держишь в руках? Что это за фотография? Это фотография кафедрального Троицкого собора в Якутске. Ну, это в начале века он такой был. Это, по-моему, 908-го, что ли? 1908-го, по-моему, года снимок. Могу ошибаться. Это как оно выглядело? Я сейчас упаду здесь. Ой, господи, как это выглядит вот сейчас вот. Вот сейчас здание находится на реконструкции. До какого года? Вообще-то, по-моему, пока и неизвестно, до какого оно года. Оно сейчас даже не на реконструкции, оно скорее сейчас сушится. Почему? В прошлом году же, по-моему, начали работы вести, сюда же приходили сепархи. Ну, опалубку, по-моему, в 17-м году поставили. Если даже в 17-м? По-моему, если чуть-чуть. Ну, примерно в это время. Но оно должно некоторое время проветриться поставить, потому что у него же снесли все вот внешние стены, которые были надстроены к этому зданию. Да? А внутренняя часть, естественно, за 300 лет не может быть в идеальном состоянии. В детстве, когда мы ходили в поликлинику с мамой, детскую сюда, а потом стояли на остановке, я все время думал, почему у этого здания есть что-то похожее на купол. А я вот никогда внимания не обращала. И меня вот всегда это занимало. Думал, почему у него купол, короче? Ведь это же здание театра, у него были колонны и так далее, да? И только потом я узнал, что, оказывается, это бывший собор, поэтому купол-то и остался. Ну, в общем, это 19 век. В 19 веке оно выглядело так. На Вот самом деле... колокольня, вот давай начнем с колокольни. Вот эта колокольня, красивая, большая, сейчас ее уже нет, потому что она располагалась во дворе вот этого здания. Угу, Да? вот здесь вот. Кто-то говорит на месте этого здания, но все-таки, судя по всему, все-таки во дворе. Да, скорее всего, потому что вот это вот здание, вот, которое вот имеется, да, основное, это вот оно сейчас находится на реставрации, правильно? Да, высоту она была, кстати, ну, примерно такая же, как этот дом сейчас, то есть достаточно внушительная такая. Ее снесли... Ты думаешь? Мне кажется, побольше. Ну, большая. В общем, совсем не маленькая. Ее снесли в 30-х годах, по-моему, да? Если мне память не изменяет. А вообще, мы сейчас, по идее, стоим, ну, грубо говоря, на территории Якутской крепости. Потому что строго? Сама крепость Якутская, то есть острог, башня, который, помнишь, башня Тыгына, которая... Вот я помню, что здесь, да, на площади стояла, там что-то такое собор, было. Он целиком располагался на территории старой крепости.
В 1708 году начали строить это здание, и первоначально вот основное здание было вот это, то есть вот этот квадрат, куб, вернее, он сохранился вот как раз. А потом уже... Вот этот вот большой, Да, правильно? Да, да. Это как раз вот историческая часть здания. Потом она достраивалась постоянно, да, вообще его строили на самом деле 20 лет. Ничего себе. Да, потому что камень, каждый кирпич приходилось буквально вручную делать, да, все-таки мы... это второе каменное здание в Якутии. Ну, первое было построено всего на год раньше, и оно располагалось за собором. Это здание, как я его с детства запомнил. Вот так оно и выглядело. Вот этот самый шпиль, о котором я говорил, он сейчас за лесами скрыт. Тогда в нем располагался... В здании, не в шпиле. Да, в здании. Театр Эстрады. Театр эстрады. Чароид. Чароид — это Название. музыкальный салон. Да, название было, потому что там какие-то дискотеки для взрослых проводились. Да, и эта остановка называлась остановка Чароид, а мы ее по старинке так и называем до сих пор. Да. Театры тут располагались буквально с самого начала. Как в 30-х годах, когда сняли купола, практически сразу было отдано здание под театр. Потом оно какое-то время пустовало, потом опять был театр. В общем, и вот тут, видите, Театральное здание. да, театральное здание. Вот мне всегда казалось, что это здание было прям совсем такое маленькое-маленькое, двухэтажное. А Но сейчас у него был массивный фасад с колоннами, поэтому казалось, что оно не такое большое. На самом деле здание очень большое. И, ну вот ты знаешь прекрасно, у нас в Якутии каменные дома строят на сваях. А это здание построено 300 лет назад, и оно даже не покосилось. Насколько хорошо подходили вот к процессу проектирования люди, да? Мастеров, чтобы, по крайней мере, как сказать, главного инженера строительства присылали из Москвы прямо указом Петра Первого. Ничего себе. Я, насколько помню, я вот не очень уверен, кирпичи, по-моему, вот такого количества времени, они солью пропитываются, да, и вот как раз поэтому здание долго стоит открытое, что необходимо его присушить. Тем более, что было очень много надстроек за это время, особенно вот в 20 веке, когда наружные стены поставили для театра, да, и так далее. И, естественно, за перекрытиями там никто особо не следил. И поэтому привести такое здание в порядок, конечно, очень сложно. Рассказывай, куда мы идем и зачем и почему. Ну, мы сейчас находимся на пустыре, на перекрестке как раз Каландрашвили, Аюнского. Белинского. Белинского тоже. Аюнского там, Белинского там. Аюнского он там вот вообще. А я тебе туда и показал. Ну, в общем, вот еще одно место с исторической легендой на улице Каландрашвили. Да? С городской легендой. Ну да. Просто на улице Каландрашвили именно легенд достаточно. Она же одна из самых историчных улиц нашего города. Я думала, Лермонтова самая такая легендарная улица Якутска. Это в наше время. Про всадника без головы и все такое. В общем, может кому-то странным показаться, что такой красивый большой участок в самом центре совершенно застроенный, стоит пустой, да? Но на самом деле тут хотели разбить парк, но его нет. Но его нет. А почему его нет? Расскажите, Александр. Ну, есть такая вот эта самая легенда городская. Когда-то которая не позволяет ничего строить здесь. Когда-то давным-давно, в 30-х, по-моему, годах, здесь стояла ветстанция. Но она вообще-то стояла-то и 50-е годы лет она 20 была, и назад в она 70-е буквально она была. Да? Но, в общем, ладно. В то время была вспышка сибирской язвы. От нее много скота полегло, и говорят, что здесь, на территории вот этого пустыря, где-то есть скотомогильник с сибирской, с тушами животных, которые погибли от сибирской язвы.
Да, и люди, как думают, раз была ветлечебница, соответственно, Сибирская язва и это такая штука, она может утилизировали их тысячи тут же. лет сохранять споры, и поэтому вскрывать землю опасно. А ведь у нас забивают землю сваи, чтобы дома-то строить высотные. Вечная да? мерзлота. Да, поэтому есть опасность, мол, где вскрыть скотомогильник и выпустить сибирскую язву. Но это ведь не доказано. Это, скорее всего, легенда. Именно по какой причине? Ну, во-первых, сибирскую язву в скотомогильниках захоранивают там, во-первых, сперва все это сжигается, потом, грубо говоря, посыпается хлоркой и так далее, да, то есть это же не просто стихийное захоронение, это скотомогильник именно рядом с ветстанцией. То есть, скорее всего, он безвреден вообще. Так его вообще не было. Его не доказано даже, что он был, потому что никаких Что он планов существовал, ничего не да. сохранился. Это не кровавая гыбня вырезала, это просто, скорее всего, не было никакой информации. Ну и самое главное, пару лет назад здесь брали пробы, приезжали люди, делали дырки, бурили, да. Смотрите, в камеру рассказывать, это опять скажут, что И я никаких Александра не следов снимаю, только себя язвы любимую. сибирской или какой-то другой язвы не нашли. В общем, но, по-моему, самая честная версия, да, в том, что застройщики теребят руководство и говорят, давайте все-таки этот пустырь мы застроим, никаких парков здесь не будет. Да, мне тоже кажется, что хотят забрать И под поэтому жилую тему с парком все застройку. более затягивается, тянется и тянется, чтобы в конце концов потихонечку начать здесь строительство. Но мы за парк, мы горожане, мы за парк. Мы за парк, городу не хватает парков. У Не нас хватает вообще зелени. город не зеленый. Идем дальше? Пошли дальше. Итак, мы сейчас стоим на перекрестке Аюнского Каландаришвили. И у Да. нас на телефоне фотография чего? Перекрестка Аюнского Каландаришвили. А я думала, магазина. Это магазин старый студенческий, для тех, кто помнит. Я вот помню, например. Я вот его он, помню как ветеранский. да. Он находился где-то вот здесь вот. Ну вот мы, если дальше пройдем, вот где сейчас памятник стройотрядом стоит, там фактически, я как помню, примерно на этом месте его крыльцо и располагалось. Та-дам! Да, вот здесь этот магазин располагался. Было, стало. Все, вот мы сейчас находимся, сейчас у нас здесь памятник стройотряда, и вот здесь вот находился вход в магазин. Да, это место, видимо, очень плотно связано со студентами. Потому что мы находимся тут в городке. Вот пятое слово, по-моему, не изменилось или изменилось. Такое же было, Это, да? по-моему, всегда было таким, Вот только его такое же было. перелицовали. Мы там заварные, я помню, брали с дедушкой. Бассейн. Вот тут наш пустырь. Да. Тогда он был полностью застроен деревяшками барачного Да. типа. Вот здесь был тот деревянный дом. Да, угловой. Такой. И тут вся улица была, в общем-то, в таких угловых деревянных домах двухэтажных сплошная. И мы идем дальше. Идем дальше. Рассказывай, В общем, что мы тут делаем. вот если до 30-х годов, например, да, фактически, в этой части города, ну, даже если помнишь, мы с тобой, когда карту на Гемине рассматривали, карту дач, она была 16-го, по-моему, 1916 года, да, и там эта часть города даже не была обозначена Да. на карте. Просто потому, что тут ничего не строили. Так вот, что интересно, вот на этом примерно месте, вот где-то здесь, еще одна небольшая городская легенда, но в отличие от той с пустырем, про это вообще не так много народ знает. В 30-х примерно годах вот здесь вот, где-то вот в этой области, располагался такой небольшой курганчик, да? Ну, как сопочка маленькая. В общем, песчаная. Ее брали на строительные работы. Тогда активно начались строительные работы по обустройству города, и город плюс в эту сторону начал расти. Мгм. Так вот, в этом кургане были найдены несколько захоронений. Старинных захоронений. Я что-то слышала такое, по-моему. Да.
там были украшения, в общем, это, но, и хотя их немножко там музейные работники поописывали, но в основном все, говорят, растащили, скажем так, на запчасти, да, и всю эту сопочку сравняли под корень, ничего не было. А уже примерно, когда я был маленький, то есть это в годах 80-х, да, вот, строили вот эти вот напорные башни. Фиг его знает, сколько мне лет. Строили вот эти вот напорные башни, короче, да. И вот там... Подойдем поближе? Да. Ну, это чуть пораньше было, конечно, это в то время просто как рассказывал. Там разрыли могилу молодой какой-то знатной женщины. Опять же, там были украшения и так далее. Но, что самое интересное, с этими захоронениями, да, непонятно до сих пор, кто был в этих захоронениях захоронен, почему здесь, да? Потому что, с одной стороны, тут рядом находится священное наше озеро Свисарское, да, и на его берегу, наверное, кого-то знать, но почему могилы, во-первых, вместе расположены были, да? Почему никаких особенных упоминаний про это кладбище, например, такое кладбище в горке, да, нет, неизвестно. Ну, возможно, даже если там где-то внизу есть что-то еще, что сохранилось для нашего дня. Каландарашвили. Да. И соседний дом. Сейчас подойдем поближе. Вон там совсем старая вывеска. Это причем, видишь, там еще старая нумерация. А тут смотри, вот на синий Каландаришвили. Да. А это совсем старая вывеска со старой нумерацией, с первой нумерацией. Ой, боже. Каландарашвили. 1/2, потому что вот тот дом, да, был первым? Да, ну тогда нумерация тоже была другая. Да? Он был не первым номером. Этот каменный дом, вот этот, это первый каменный дом в округе вообще. Ну я поняла, да, смотри, какой. Слушай, я вот на такие сваи никогда внимания не обращала раньше, что они прям вот так поступают. Там, если с торца этого дома забиты сваи, да? Слушай, Саша, извини, что перебью, давай, может, как-нибудь видос снимем про эти? Про наши дома на сваях? Хорошая идея. Тут же все детство было проведено под такими домами. Это точно. Где вообще такие дома увидите на сваях? Для детей это милое дело. А вот здесь, кстати, у дома под каждым крыльцом еще кладовки были. Да? Да. Ну, я в таких домах не жила, не ты знаю. как здесь-то оказался уже? Что, друг ваш? Предатель, а? Ограду сменил. Очень красивое место. Да, и вот Триумф. тут, кстати, что интересно, вот если мы в этом дворе находимся, он практически полностью засыпной. То есть вот эта часть стоит на сухом месте, исторически стояла. А вот то, что касается вот этих мест, они засыпные. Раньше здесь располагалось тоже озеро. Ничего себе. В детстве оно казалось огромным таким, да? А сейчас, ну, озеро как озеро. Кстати, а вот с той вот стороны, вон там вот находится у нас что, Александр? Гемеин, вон те здания. Мы же там как раз были с тобой не так давно. На это видео оставлю ссылку. Обязательно посмотрите. Да, И поставьте лайк Александру, Ну, а патриоту города Якутска. на твое видео мне лайк. На мой канал, да, лайк за твои знания. Спасибо. Пожалуйста. Прямо солнце в глаз.